Во Владивостоке грантовую поддержку на реализацию собственных инициатив можно получить со стороны автономной некоммерческой организации «Молодежь Приморья», которая включает в себя ежегодный конкурс поддержки идей. На ней выбираются проекты с различной направленностью от молодежных радио в муниципальных округах до поддержки проектов Федерации спидкубинга, которые занимаются сборкой кубика Рубика на скорость. По словам директора «Молодежи Приморья», по итогам прошлогоднего конкурса в 2026 году финансовую поддержку получат 20 молодежных проектов. У нас проходит окружной форум образовательный молодежный «На волне», и он как раз-таки направлен на поддержку молодежного предпринимательства в целом, на тех, кто занимается продвижением своего региона, на тех, кто разрабатывает различные игры и занимается вообще игрификацией в сфере образования, в том числе на тех, кто создает что-то свое, то, что можно дальше масштабировать, продавать и в том числе поддерживать и продвигать свой регион. О мерах поддержки общественных организаций со стороны Дальневосточного федерального университета рассказал проректор по молодежной политике. По словам Александра Кайдановича, в текущем году на территории кампуса выделены офисы 12 общественным объединениям. Каждый студент может из своего личного кабинета подать заявку на грантовый конкурс. Это твоя инициатива, на которой выделяется финансирование. У нас студенты могут подавать на грантовые конкурсы, чаще всего это Федерального агентства по делам молодежи, как физических лиц, да, так и в заявке университета мы помогаем дописывать проекты, которые есть у студентов, чтобы вместе получать грантовый конкурс. Также у нас есть грантовые проекты, тоже мы студентам помогаем в этой части получить у нашего стратегического партнера агентства по делам молодежи Приморского края. Во Владивостоке существует множество различных студенческих землячеств, которые консолидируют молодежь и помогают знакомить их с культурой народов России и стран мира. Активистка татаро-башкирской студенческой организации ДУФУ рассказала о своем опыте общественной деятельности. В этом и в прошлом году я принимала участие в Дне межнационального студенческого единства. В прошлом году была участником, в этом году и участником от делегации Башкортостана, Татарстана и ассистентом от другой делегации. Также состою в татаро-башкирской делегации. Мы часто собираемся вместе, особенно по выходным пьем чай, устраиваем мероприятия, смотрим фильмы на татарском, башкирском языках, кушаем чак-чак и любим рассказывать про свою культуру, делаем различные презентации, учим языку других людей. К нам часто приходят иностранцы и очень интересуются нашей культурой. О поддержке молодежных инициатив со стороны администрации дальневосточной столицы рассказала начальница управления по делам молодежи Владивостока. Если говорить о поддержке, то у нас есть знак «Молодежный вектор», в рамках которого 25 человек получают знак, собственно говоря, и денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Также у нас есть ежегодная премия молодежи города Владивостока, есть за что. Эта премия вручается ежегодно в декабре месяце, к Новому году, можно сказать, и там у нас 15 человек ежегодно получают 100 тысяч рублей за уже совершенные проекты и дела, которые они реализовали в течение предыдущего года. Также у нас уже несколько лет реализуется проект «Сверхновая», куда ребята заходят со своими идеями. В рамках проекта они дорабатывают до полноценных проектов в командах совместно с своими наставниками, после выходят на защиту и также получают денежное вознаграждение для реализации своих проектов. Один из интересных реализованных проектов – это проект победителя конкурса «Сверхновая-2024» Голубева Олеся, школа Кутюрье 10+, в рамках которого она провела несколько мастер-классов по изготовлению вещей. Например, это были сумки. С 2024 года во Владивостоке с помощью федеральной субсидии «Регион для молодых» работает креативное пространство «Молодежь Приморья», где находятся лаборатории, мастерские, а также проходят образовательные лекции. В данном пространстве можно получить бесплатную консультацию от экспертов по созданию собственных настольных игр, а также попробовать создать свой прототип сувенирной продукции. Как отмечают сотрудники, для реализации идей молодежи в пространстве имеется все необходимое оборудование, от различных принтеров до фотостудии. Главной задачей нашего центра, я считаю, обучение и поддержку. То есть к нам можно прийти и получить определенные навыки. Мы работаем с автономной молодежью над созданием проектов. Также мы занимаемся развитием молодежных сообществ и поддержанием социальных инициатив. У нас достаточно оборудования для создания полиграфии любой сложности. И одной из первых лабораторий мастерских, в которой мы обучали молодых специалистов, была про создание настольных игр. И в рамках того, как мы обкатывали оборудование и технологии, мы разработали несколько настольных игр. То есть мы научились их делать сами, то есть от идеи до коробки и упаковки всех элементов.
в общем-то, и уже потом на основании этого написали лекционный курс, по которому вели обучение. Молодежная политика тесно связана с волонтерством, и сейчас эти два направления не мыслятся друг без друга. В Приморском крае есть активные якутяне, которые занимаются развитием добровольчества. Анастасия Сивцева начала свой карьерный путь в 26-й школе города Якутска с должности педагога-организатора. Затем она работала в Федерации профсоюзов Якутии. Во Владивостоке Анастасия живет вот уже с 2020 года, когда ее пригласили на работу в постпредство Якутии по Дальнему Востоку. В постпредстве одним из ее векторов работы было взаимодействие с якутскими студенческими организациями. А сейчас она курирует социальные проекты в одной из крупнейшей транспортно-логистической компании ФЭСКО. Как отмечает Анастасия, ее профессиональная деятельность всегда была неразрывно связана с людьми. Сегодня мы находимся в организации, она называется «Благое дело», объединяет семьи, у которых есть дети с инвалидностью. Транспортная группа ФЕСКО ежегодно в течение года им помогает, поддерживает, и дружим вместе вот уже на протяжении многих лет. Вся моя трудовая деятельность, она была связана с людьми, связана с тем, как работать с людьми, что делать, как им помочь. И сейчас это все вылилось в мою основную деятельность здесь, в компании, и я занимаюсь социальными и благотворительными проектами. В частности, курирую корпоративное волонтерство и помогаю сотрудникам реализовывать себя в волонтерской деятельности. И таким образом у нас есть несколько подшефных организаций, разные направления деятельности, которые курирует в том числе компания. И мы делаем так, чтобы сотрудники в этом принимали участие, чтобы они приносили пользу родному региону, городу. Если сейчас так вспоминать, то я всю свою трудовую деятельность занималась реализацией молодежной политики. Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» является одним из направлений городского актива «Волонтеры Владивостока». По словам участников штаба, в 2025 году они провели несколько патриотических акций: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Сила в правде» и «Блокадный хлеб». Помимо них, волонтеры принимали участие при подготовке к событийным мероприятиям Дню города и Дню молодежи. Мы регулярно посещаем ветеранов, проводим уроки памяти и сохраняем историческую память. Безумно дорожу своей организацией, людьми, с которыми я работаю. Я считаю, что они моя семья. Благодаря ним мы так слаженно работаем, помогаем нашей организации сохранять у молодого поколения историческую память. По моему мнению, волонтерство помогает ветеранам ощущать себя важными, нужными. Я думаю, что для них это неотъемлемая часть жизни. И когда ты приходишь к ветерану, видишь его добрые глаза, которые рады видеть тебя, как ты приходишь помогать человеку, это радует и тебе душу, ему душу, и это в целом отлично помогает ему ощущать себя важным. В Владивостоке при молодежном ресурсном центре создан и функционирует первый объединенный городской актив «Волонтеры Владивостока», где реализуются мероприятия по различным направлениям. Это и событийное, экологическое, социальное, медиа и патриотическое добровольчество. Также проводятся школы волонтеров, где начинающих добровольцев учат волонтерской этике, а также рассказывают о различных видах волонтерства. О том, какие существуют городские меры поддержки для волонтеров, рассказала начальник отдела по развитию добровольчества молодежного ресурсного центра Владивостока. Самое главное наши меры поддержки – это ежегодная премия «Доброволец года», где мы поощряем 15 лучших волонтеров денежной премией в размере 15 тысяч рублей. Все организации по разным направлениям добровольческой деятельности с нами общаются, мы встречаемся на общих событиях, на мероприятиях, тоже обмениваемся опытом и всегда с удовольствием участвуем в проектах друг друга. Во Владивостоке волонтерство активно развивается в культурных институциях. Музей Арсеньева является ярким примером, который активно привлекает волонтеров на такие крупные мероприятия, как Ночь музеев, Неделя Арсеньева, Детские дни на форте Поспелого и другие. Чем полезно волонтерство в культурной институции, рассказал начальник отдела по работе с волонтерами музея
Виталия Арсеньева. Самое главное такое значение для самих волонтеров – это то, что они могут познакомиться с закулисьем волонтерской деятельности, музейной деятельности, оставить свой важный вклад в создание какого-то мероприятия. Также это определенный терапевтический эффект, в принципе, от нахождения в музее. И, конечно же, это сам вклад волонтеров в сохранение культурного наследия региона. Зооволонтерство все больше набирает популярность среди студентов во Владивостоке. Так, например, в Дальневосточном федеральном университете 2 года назад по инициативе студентов была создана организация зооволонтеров «Лапочки», которые помогают приютам выгуливать животных, а также проводят образовательные лекции на тему важности зооволонтерства как для животных, так и для людей. Мы помогаем животным. Есть 3 основных фонда во Владивостоке. Это «Друг», «Собачий мир» и «Умка». Мы совершаем туда выезды, помогаем с различными обязанностями, которые нам дают. Проводим также мастер-классы, различные образовательные мероприятия на территории университета, так и вне, чтобы, скажем так, просвещать как молодежь, так и взрослое поколение о том, что такое зооволонтерство и почему это важно. На самом деле не только мы помогаем животным, но и животные нам помогают в какой-то степени тоже. В общении с животными вы можете самостоятельно тоже просветиться. Это психология с животными. Вы получаете тактильное наслаждение, наполняетесь эмоциями, то есть это и гормоны счастья. В общем, плюсы есть с обеих сторон. Таким образом, волонтерская среда во Владивостоке разнообразна различными организациями, в которых каждый доброволец может найти что-то свое. А молодежная политика в Приморье выстраивается по принципу непрерывной поддержки от студенческой скамьи до реального социального или бизнес-проекта. Созданная экосистема призвана не только раскрывать таланты молодежи, но и сохранять их для развития всего дальневосточного региона. Иннокентий Кычкин, Владивосток.